Заседание правительства под председательством Сергея Токоева началось с рассмотрения республиканского бюджета. По словам министра финансов Натальи Царевой, доходы составили 21 миллиард 888 миллионов, а расходы 23 миллиарда 440 миллионов. Таким образом, сформировался дефицит в 1,5 миллиарда. Кабинет министров утвердил величину прожиточного минимума для пенсионеров на 2016 год. Его сумма составит 6920 рублей. Вице-премьер Константин Габисов представил информацию об исполнении 20 госпрограмм. Реализация 15 программ характеризуется как плановая. 3 ниже планового и ход 2 программ оценить невозможно. Уровень выполнения индикаторов составил 75-78%. Причинами были некоторые, скажем так, объективные факторы, но в основном, конечно же, человеческие факторы, субъективные факторы, то есть органы власти вовремя не привели в соответствии с действующим законодательством свои индикаторы, поэтому они их не достигли. С 25 мая по 26 июня выпускники Северной Осетии будут сдавать единый госэкзамен. В республике развернется 35 пунктов сдачи ЕГЭ. Главная объективная оценка реальных знаний учеников, сообщил министр образования и науки Алан Огоев в рамках проекта «Открытое правительство». В республике было проведено тренировочное тестирование для всех 11-классников по 5 предметам, в котором приняли самое массовое, это по русскому языку, около 5000 учеников. В целом мы констатируем, что мы подготовились и подошли более ответственно в этом году, нежели в прошлом. И надеемся, что результаты у нас будут соответствующие. В этом году ЕГЭ будут сдавать 6341 человек, кроме 2 обязательных предметов – математики и русского языка. 72% экзаменуемых выбрали обществознание. По 50% сдадут историю и биологию. К аттестации готовятся как школьники, так и учителя. Все тексты, по которым они писали работы на уроках и дома, это были экзаменационные работы прошлых лет. 12 критериев, и по каждому критерию я ставила детям баллы. То есть они знали за каждую конкретную работу, сколько они могут получить реально баллов. Чтобы получить высокие баллы по иностранному языку, часть заданий нужно выполнить устно. Что касается новшеств, в этом году математика сдается по 2 уровням – базовым и профильным. Результаты базового оцениваются по 5-бальной шкале и не могут использоваться для поступления в вуз. Профильный же сдается по привычной 100-бальной системе, уровень сложности заданий здесь значительно выше. Все построено по одному принципу, и то, что что-то изменилось, знания-то одни и те же, а то, что там поменялось, это ничего страшного. В Республиканском центре оценки качества образования заполненные бланки ЕГЭ будут отсканированы и направлены в федеральный центр, где они получат свои оценки. Здесь на местах проверяются лишь экспертами задания с развернутыми ответами. Но эти задания после сканирования шифруются, и эксперт, проверяющий работу, он не видит, чью работу он проверяет. Он видит только определенные значки, определенные коды. У него критерии, перед его глазами критерии, по этим критериям он оценивает работу. Аудитория оборудована системой видеонаблюдения. Трансляция в онлайн-режиме попадает на портал «Смотрю ЕГЭ», где 5000 наблюдателей контролируют частоту сдачи экзамена. Списать шансов нет, но те, кто попытаются, рискуют остаться без аттестата или результатов, тем самым лишая себя возможности стать студентом в этом году. В 1982 году избрали председатель колхоза имени Кирова. Ну, понятное дело, это начало моей работы такой хозяйственной. Я искал опытных людей, грамотных людей. В это время в Рускове, я помню, очень хорошо работал директором ОПХ в Ольгинском. Я, конечно, в первую очередь поехал к нему. Кроме того, что я хотел познакомиться, я видел там какие-то интересы для хозяйства. И мы вот таким образом как бы сошлись. С тех пор мы очень здорово, могу сказать сначала, что мы сотрудничаем. Конечно, мы дружим, там сомнений нет никакого. Но самое главное, что вот вы видите вот сад, да, чем вы любуетесь. Между прочим, это тоже его идея. Это он мне привил эту идею.
И много из того, что я делаю сейчас в хозяйстве, а теперь это хозяйство называется Катгорон-Агро, и я считаю, что очень большая заслуга в том, чем я занимаюсь, это заслуга Врудского во многом, надо так сказать. Конечно, я всегда у него нахожу решение тех или иных вопросов. Заур, безусловно, патриот. Он патриот своей республики, своего народа. Ну, не говорит громко, что это, и, может быть, патриот своей страны. Он хочет знать передовое, он хочет знать науку, все время что-то познает. Обязательно, если он что-то увидел новое, мне говорит: Амерлан, посмотри вот на это, обрати на это внимание, может, оно стоит того, что мы его внедрили. Там, идея того, чтобы я занимался картофелем, это идея Заура. И вот все время он старается, чтобы он что-то узнал новое. Вот он заставил меня применить голландскую технологию производства картофеля. Он меня заставил, так будем говорить, применить комбайн немецкий для уборки картофеля, чтобы я не был вот заложником того, что, представляете, 200 человек у нас убирало картофель. А сегодня вместо этих 200 человек работает один комбайн. И вы знаете, что мы эти площади убираем, притом убираем с меньшими хлопотами. Заур вообще-то в здоровом смысле слова упертый человек. Вот в этом его сила. Что если он увидел, что это рациональное, что-то передовое, вы знаете, он не пасует. Заурбек Магомедович, можно так сказать, что это флагман. Заурбек Магомедович для меня человек, которого даже тяжело оценить. Настолько он в моей душе, в моем сознании. Это человек, который в детстве остался сиротой вместе со своими сестрами. Отец не пришел с армии обратно. Мать в раннем возрасте умерла, и они остались маленькими, в доме, круглыми сиротами. Их разобрали родственники. Заурбек с одной сестрой попал в Карджин к своим родственникам и жил у родственников, учился в Карджине. Когда немножко подросли и стали немножко сознательными, он собрал своих сестер в свой отцовский дом и побелили дом, подремонтировали печку развалившуюся и разожгли огонь, и таким образом дом согрелся. И они начали жить сами самостоятельно. Работал он в колхозе прицепщиком, бригадиром и так далее. И чем туда дальше, тем в школе учился хорошо. Поступил в сельхозинститут, закончил. После сельскохозяйственного института он работал агрономом, председателем колхоза, разных притом колхозов. И где он только не работал, за собой оставлял глубокий след. Он и сегодня, как мать Тереза, к нему ходит с утра до вечера люди именно этой отрасли сельскохозяйственной по разнообразным вопросам, и он эти вопросы настолько может, настолько решает, помогает. Поэтому сложно сказать. Для меня был, конечно, ориентиром в жизни, как надо правильно жить и работать над собой. Иметь такую энергию, просто сегодня его только нигде не увидишь. В каком районе его, по какому вопросу. Значит, начиная от рыбоводства, крупное животноводство, сельскохозяйственное производство и так далее. Его можно везде увидеть. Я даже иногда поражаюсь, откуда он столько энергии берет. Сколько у него времени, чтобы он объезжал туда, сюда, меня провоцирует. Для себя лично он ничего не просит. Он очень хороший педагог, можно так сказать. Для нас, для всех. Представь себе, прицепщик, и он министром сельского хозяйства.
прицепчик, и он преподаватель в сельхозинституте и так далее. И где сегодня он один из советников главы нашей республики. Я всегда называю этого человека патриархом сельского хозяйства нашей республики. Потому что всех специалистов, которые на сегодняшний день в Осетии имеются, я думаю, что не только в Осетии, но можно сказать и в масштабах России, это один из тех людей, которые прошли практический путь с самых низов и до министра сельского хозяйства в настоящее время и советника главы республики по сельскохозяйственным вопросам, снизу доверху, так сказать, и прошли все этапы, все ступени сельскохозяйственного производства. Могу также ответственно сказать, что все те проекты, которые в последнее время на территории республики были осуществлены и начинают осуществляться, это все идеи Заурбека Магометовича Уруцкоева. В частности, я могу сказать, что наш семеноводческий проект тоже впервые был озвучен Заурбеком Магометовичем. Он предложил, и были сомнения, конечно, у меня, у наших специалистов. Но Заурбек Магометович приложил много усилий для того, чтобы нас убедить, можно сказать, разложить по полочкам, с чего начинать, как идти. И вплоть до того, что свел нас и со специалистами, которые нам помогли претворить этот проект в жизнь. И по сегодняшний день он также продолжает, я могу так сказать, курировать этот проект. Когда бывают какие-то вопросы, проблемные вопросы в нашей сельскохозяйственной деятельности, то обязательно эти вопросы я согласовываю с Заурбеком Магометовичем. И всегда получаю профессиональный ответ. У любого человека есть основное достоинство, это человеческое достоинство, это честность, порядочность. По этим параметрам, наверное, оценивается любой человек. И эти параметры, эти показатели имеются у Заурбека Магометовича. Вот прежде всего за это я его уважаю. И уважаю его, конечно, за профессионализм. За то, что он достойно прошел этот путь, прошел путь профессионала. И, наверное, не найдется людей в Осетии, которые бы сказали, что он когда-то кого-то обманул или где-то что-то украл и не позаботился о республике, а лично в своих целях решал какие-то вопросы. Какие бы он чиновничьи и другие производственные посты не занимал. Что вам помогло выстоять в эти сложные времена? Просто, я же еще раз говорю, я понимал, что мне просто так ничего не светит. Если я не буду соответствовать, значит, каким-то определенным параметрам, которые да, были востребованы. Заурбек Магометович, все сельскохозяйственные предприятия, которые у нас есть в республике, образовались и работают с вашей помощью. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, потенциал Северной Осетии вот сейчас реализован? По большому счету, республика может производить до 1 миллиона тонн зерна. А что для этого надо? Ну, я думаю, средства производства. Вот те хозяйства, которые имеют современные средства производства, это трактора, другая обрабатывающая техника, уборочная техника, они гораздо лучше выглядят. И там урожайность 8-10 тонн. И я пытаюсь вот самое такое нужное, важное, им говорить, что вот это было неплохо, вот это было ничего. Но я перед тем, как что-то посоветовать, конечно, я его обсчитываю, рассчитываю, чтобы так не получилось, что если я что-то порекомендовал, я пытаюсь за это отвечать. Наравне с тем, кто его исполняет. Скажите, пожалуйста, какие еще проекты в ближайшее время появятся у нас? По рыбе у нас сейчас идет.
Это вот прудовая, я считаю, что вот она потянет, ей надо тоже немножко помогать. Значит, очень серьезная работа ведется вот по форели. Тоже вот Бекан, как правило, вот Бекан, озеро Бекан, он не задействован, то есть ресурс. А для рыбы, кроме воды, ничего не нужно. Также. Сооронбеку Магометовичу не 20 лет, не 30 лет, он уже в преклонном возрасте. Но силы и энергии у него еще много. И прежде всего, конечно, здоровья ему хочу пожелать. Его семье, его внукам, детям. Ну и надеюсь, что мы будем с ним еще сотрудничать, а может быть еще ближе, чем сейчас. Я хочу, чтобы он долго жил. Я хочу, чтобы он творил. Я хочу, чтобы этого человека, знания его, его профессиональный опыт его, чтобы он не терялся, чтобы он был применяем всегда.